Магомед Башир Хамхоев 20 лет своей жизни отдал профессии спасателя. Работа сложная, признается он, но МЧСники не расслабляются и в любую минуту готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. У спасателя после каждого выезда, когда он слышит от людей «спасибо за оказанную помощь», это для него самый большой стимул и радость, и чувство гордости даже за свою работу, за свое сделанное дело. Спасибо от человека, который пострадал, который рядом видел все это дело, понимает, насколько это трудно. Хорошие результаты минувшего года – следствие слаженной работы всех звеньев территориальной подсистемы МЧС Северокавказского федерального округа. И с поставленными задачами они справляются. Только за 2017 год количество обработанных вызовов дежурной сменой 112 и службы ЕДДС составило свыше 130 тысяч. 87% – это вызовы по линии ЖКХ, 8% – дорожно-транспортные происшествия и 5% – вызовы по линии спасательной и медицинской службы. Помимо этого, в 2017-м произошло 17 социально значимых происшествий, в результате которых пострадало 19 и погибло 5 человек. Руслан Калоев озвучил и задачи, поставленные на 2018 год перед ведомством, в том числе совершенствование системы мониторинга и предупреждения риска возникновения ЧС, повышение оперативности реагирования на возникающие ЧП, а также активизация работы в рамках года культуры безопасности жизнедеятельности. Основная задача – это проведение выборов президента Российской Федерации, часть касающаяся обеспечения безопасности, в первую очередь пожарной безопасности, прикрытие всех избирательных участков. Второе – это проведение мероприятий в связи с объявлением года волонтера-добровольца президентом Российской Федерации. Ну и третья основная задача – это наряду с теми, которые у нас ежегодно происходят, это противопаводковое мероприятие пожарной безопасности. Третья задача – это в системе МЧС России объявлен год культуры безопасности. Он означает более углубленное изучение всей системы безопасности в Российской Федерации, для того, чтобы до каждого человека была доведена та или иная информация, и не просто доведена она словесно, но и протренировать мы могли этих людей, в том числе и в первую очередь, как глава республики сказал, подрастающее поколение, которое будет заниматься именно в этой системе, в школе безопасности, которую мы обозначили на территории республики. За прошедшие годы проделана серьезная работа по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отметил глава региона. 2017 год был нелегким. На прочность спасатели испытывали пожары, ДТП, аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Но все задачи по защите населения и территории от ЧС выполнены на высоком уровне, подчеркнул глава. Вообще сама работа, она оценена Министерством по чрезвычайной ситуации в России и лично министром Владимиром Андреевичем Пучковым на довольно высоком уровне. Как в округе на ведущих позициях, так и в целом стране. Поэтому, конечно, мы тоже оцениваем такую системную работу министерства в целом, всех коллективов министерства. И мы другого, в принципе, и не ожидали. Я уверен, что и в 2018 году, если не лучше, то хуже точно не будет. Должностных лиц, представителей городских и районных администраций награждали также грамотами и благодарностями за участие в ликвидации ЧС. Переходящий кубок как лучшее звено территориальной подсистемы получила администрация Малгобекского района и власти Назрани. Ну а ветеранам МЧС Юнусбек Евкуров вручил юбилейные медали в честь 25-летия образования Ингушетии. Также гостям в главном управлении показали этапы кроссфита. Основная цель – пропаганда здорового образа жизни и повышение роли физической подготовки в профессиональной деятельности сотрудников МЧС. Все этапы кроссфита пожарные выполнили в полной боевой амуниции. Завершая мероприятие, гостям показали современную пожарно-спасательную технику и оборудование, представленные перед зданием комплекса. Светлана Томова, Рамзан Мержоев. Новости 24.